Здравствуйте, ребята! Урок обучения грамоте. Тема нашего урока – что такое звук, характеристика звука. Цели – выделить звуки в словах и различать их. Признаки. Гласные бывают ударные, безударные. Согласные твердые, мягкие, глухие, звонкие. Также будем распознавать образ буквы и сопоставлять его со звуком. И, конечно, поговорим о бережном отношении к своему здоровью. Откройте, пожалуйста, тетради, запишите число 6 апреля, классная работа, минутка красивого письма. Сядьте ровно, выпрямите спинки, поставьте ноги на место и положите правильно тетрадь. Пропишите букву А заглавную и букву А строчную. Слоги ак, ра. Аккуратность человека красит. Спешите, пожалуйста, это предложение. И из набора слов «снег кружится в воздухе белый» составить предложение и записать. Скажите, пожалуйста, что мы будем говорить на уроках? Правильно, о звуках. Звуки делятся на какие группы? На гласные и согласные. Верно. Гласный звук при произношении не встречает преград, произносится с голосом. Согласный при произношении встречает преграду. Это что? Губы, зубы, язык. Верно. И произносится шумом. Мы будем давать характеристику каждому звуку. Вы знаете, что мы с вами делали фонетический разбор, это вам знакомо. Но давайте вспомним, пользуясь опорной схемой. Гласный – это ударный и безударный. Согласный – он бывает твердый, мягкий, звонкий, глухой. Глухой, посмотрите, колокольчик перечеркнут, значит, это звук глухой. Также согласные звуки, они делятся на группы парные и непарные. Звонкие, глухие, твердые, мягкие. Мы уже говорили с вами об этом. Бывает у нас еще и шипящие. Это ж, ч, ш, щ. Они непарные звуки. Откройте ваши учебники на странице 46-47. Сегодня мы с вами познакомимся с прекрасной детской русской писательницей Валентиной Александровной Асеевой. Она родилась в Киеве в семье инженера. В юные годы мечтала стать актрисой и даже поступила на актерский факультет. В 21 год юная Валя Асеева, придя однажды в трудовую коммуну для беспризорных детей, поняла, что ее настоящее призвание – это воспитывать детей. 16 лет она дала воспитанию детей-беспризорников и малолетних правонарушителей. И сегодня мы познакомимся с ее рассказами. Это рассказ «Печенье» и рассказ «Волшебное слово». Печенье вы дома самостоятельно прочитаете и разберете, а волшебное слово мы сейчас поговорим об этом рассказе. Скажите, какие волшебные слова вы знаете? Мы много говорили на классных часах. Верно. Хорошо. Сейчас внимательно послушайте этот рассказ, и вы должны мне ответить на вопрос, какие волшебные слова сказал дедушка. Маленький старичок с длинной седой бородой сидел на скамейке и зонтиком чертил что-то на песке. «Подвиньтесь», — сказал ему Павлик и присел на край. «С тобой что-то случилось?» «Ну и ладно, а вам-то что?» — покосился на него Павлик. «Мне ничего. А вот ты сейчас кричал, плакал, ссорился с кем-то». «Еще бы!» — сердито буркнул мальчик. «Я скоро совсем убегу из дому». «Убежишь?» «Убегу. Из одной Ленки убегу». Павлик сжал кулаки. «Я ей сейчас чуть не поддал хорошенько, ни одной краски не дает. А у самой сколько?» «Не дает? Но из-за этого убегать не стоит. Не только из-за этого. Бабушка за одну морковку из кухни меня прогнала. Брат на лодке едет кататься, а меня не берет». «Что ж не берет тебя брат?» «А почему вы все время спрашиваете?» Старик разгладил длинную бороду. «Я хочу тебе помочь. Есть такое волшебное слово. А какое слово, вы должны
догадаться сами. Дома прочитать эти 2 рассказа, ну и, конечно, пересказать. И на странице 46 упражнение 2. Если вам что-то будет непонятно, вы можете обратиться к своим родителям или ко мне, написать в WhatsApp. Всего хорошего. Урок закончился.